Здравствуйте, я Джоломбекова Айнур Садыкбаевна, учитель начальных классов общеобразовательной школы номер 44, Жамбылская область, Миркенского района. Тема урока «Чем мы питаемся?». Тип урока – урок изучения нового материала. Цель урока – ознакомиться с видами продуктов и напитков, научиться сравнивать продукты питания древнего и современного человека. Критерии оценивания – знакомиться с видами продуктов и напитков, сравнивая настоящее и прошлое, расширять свои знания о жизни первобытных людей. Наряду с формированием практических навыков происходит воспитание и уважение к традиционным ценностям казахского народа, гостеприимству, уважение к старшим, толерантности. Рассмотрите рисунки. Что объединяет эти предметы? Да, правильно. Это продукты питания. Тема нашего урока – чем мы питаемся. Ключевые слова к нашему уроку – еда, напиток. Чем отличается пища древних и современных людей? Рассмотрите обе рисунка и объясните. В давние времена люди питались плодами, корнями, сырым мясом животных. Шло время, люди научились готовить еду на огне. Эта пища была вкусной и полезной. Критерии оценивания: определяет и записывает, что относится из продуктов питания к древнему человеку. Определяет и записывает, что относится из продуктов питания к современному человеку. Знает и записывает общие продукты питания современного и древнего человека. Делает вывод. Здравствуйте, ребята! Давайте сегодня поговорим о еде. У каждого из нас есть свои предпочтения, любимые блюда. Но мы питаемся разнообразной пищей не только потому, что однообразная еда надоедает, но и потому, что человеку для жизни необходимы разные питательные вещества. Эти питательные вещества находятся в разных продуктах питания. Детям еще больше, чем взрослым, нужна разнообразная пища. Мы употребляем в пищу животные продукты – мясо, рыбу, яйца, молоко, творог, сливочное масло. Также питаемся растительными продуктами – хлеб, крупа, овощи, фрукты, растительное масло, грибы, сахар. Совершенно необходимы человеку вода и витамины. Ученые обнаружили разные витамины во фруктах, овощах и других продуктах. Если поставить на стол сразу завтрак, обед и ужин для одного человека, то тесно будет тарелкам, салатницам и стаканам. А если из всей этой пищи выделить витамины, то получится крупинка величиной с просяное зернышко. Но если этого маленького зернышка не будет в нашей пище, вас ждут болезни. Без витаминов даже самый здоровый человек начинает слабеть. У него портятся зубы, ухудшается зрение, он постоянно чувствует себя усталым, чаще болеет. В прежние времена отсутствие витаминов приводило к тяжелым заболеваниям, особенно на севере, где овощей и фруктов почти не было. Так давайте сделаем вывод. Чтобы быть здоровым, надо питаться разнообразной пищей. Для жизни человеку необходима еда и напитки. Они дают силу, утоляют жажду. Каждый день на нашем столе разная еда, богата витаминами, питание полезно для здоровья. Знаешь ли ты, из кобыльего молока готовят целебный напиток – кумыс. Родина кумыса – Казахстан. Одним из самых полезных кисломолочных продуктов является кумыс. Возможно, это объясняется тем, что он готовится на основе кобыльего молока, а оно, как известно, по своему составу наиболее приближено к молоку женскому. Кумыс содержит 2-2,5% белка, 1-2% жира,
от 3,5 до 5% сахара, витамины, фосфор, кальций и молочную кислоту. Хотелось обратить внимание на значительное содержание витамина С, поскольку в литре кумыса содержится суточная потребность человеческого организма в этом витамине. Кроме того, кумыс по определению не содержит консервантов. Это объясняется технологией его приготовления. Кобылье молоко после дойки, а она должна происходить каждые 2 часа, процеживается. Затем в течение часа вымешивается с закваской, после чего охлаждается в специальных ваннах с изначальных 29 до 12 градусов и разливается в бутылки. После розлива напиток помещается в холодильные камеры и зреет. Кумыс употребляется только бродящим, а не перебродившим, поэтому его и называют живым напитком. В зависимости от крепости, то есть кислотности, различают кумыс 3 сортов – слабый, средний и крепкий. В слабом кумысе газов мало, на вкус он сладковатый, очень слабо кислый и почти не щиплет язык. Слабый кумыс консистенцией напоминает кобылье молоко. В нем кумысе образуется стойкая мелкая пена. Вкус кислый, острый, щиплет язык. Такой кумыс более жидкий. А крепкий кумыс еще более жидкий и кислый. В нем обильная, но менее стойкая пена. И газов очень много. Прежде чем приобретать кумыс в магазине, нужно обязательно внимательно посмотреть на этикетку. Вы должны обратить внимание, что на ней написано «Кумыс натуральный, из кобыльего молока». Но ни в коем случае не путать его с напитком из коровьего молока, который называется кумыс. Качественный кумыс продается только в стеклянных бутылках. Продаваемый в пластиковых, а тем более в темных бутылках напиток наверняка далек по своим качествам от настоящего кумыса. Кумыс, разлитый в темную пластмассовую тару, причем больших объемов, когда не видно, расслаивается он или не расслаивается, какая у него консистенция, цвет, то это просто недопустимо. Все-таки кумыс должен быть разлит только в стеклянную тару. Хранить кумыс нужно при температуре в 2-4 градуса. При транспортировке и перед употреблением его нельзя взбалтывать. Качество напитка легко определить, налив его в стакан. Когда вы открываете кумыс, он не должен прежде всего вылетать из бутылки, но он очень хорошо должен пениться в стакане. Пенка должна храниться определенное время на поверхности, а затем она мелкими пузырями прекращает свое существование. И тогда можно кумыс пить. В отличие от других кисломолочных продуктов, кумыс не просто полезный, но и лечебный напиток. А сейчас тетрадик запишем. Задание номер 1. Закончи предложение. Первое. Древние люди питались. Номер 2. Целебный напиток из кобыльего молока. Третье. Напиши вредные продукты. Задание номер 2. Напиши наименование еды и напитков, которые ты употребляешь. Еда, напитки. Дескрипторы. Первое. Знает особенности питания в прошлом и настоящем. Второе. Знает название кобыльего молока. Третье. Различает еду. Все задания старайся сделать сам. Если не сможешь справиться с каким-либо заданием, обращайся ко мне или к родителям за помощью. У тебя в тетради должно быть и записано 2 задания. Когда выполнишь 2 задания в тетради, сфотографируй свою работу и отправь мне на проверку. Очень жду. У тебя все получится. Удачи!